На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Всегда на посту. Пограничники отмечают профессиональный праздник. Правда или дезинформация? В СДЮ обсудили все за и против вакцинации от COVID-19. Мужское воспитание. Чему обучают несовершеннолетних детей из России в школе-интернате кришнаитов в поселке Дранта. Президент Аслан Бжания поздравил Башара аль-Асада с убедительной победой на выборах президента Сирийской Арабской Республики. Итоги всенародного голосования свидетельствуют о высокой поддержке народом Сирии вашей политики, направленной на защиту суверенитета и территориальной целостности страны. Ваше личное мужество – подвиг сирийского народа, который под вашим предводительством смог спасти свою родину от международных террористов, заслуживает восхищения, говорится в частности в поздравительном адресе. Аслан Бжания выразил искреннюю благодарность Башару Асаду, всему руководству Сирийской Арабской Республики и народу за гостеприимство и доброе отношение, которое ощущала абхазская делегация в Сирии в ходе официального визита. Итоги визита, несомненно, окажут большое положительное влияние на развитие всесторонних взаимовыгодных отношений между Абхазией и Сирией во благо народов наших стран, отмечается в поздравлении главы государства. С переизбранием на пост президента Сирии Башара Асада поздравил и спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварчия. Спикер выразил уверенность, что складывающиеся дружественные отношения между нашими странами получат новый импульс. В годы войны они одни из первых встречали врага. Сегодня охраняют рубежи нашей страны. Сотрудники погранвойск Абхазии и России отмечают День пограничника. В честь профессионального праздника в погранотряде СГБ Абхазии прошло торжественное мероприятие, на котором отличившимся военнослужащим были вручены грамоты и медали. Репортаж Эсмы Гуланце. По традиции в этот день вспоминают героев, сложивших головы за свободу и независимость нашей Родины. В Парке Славы военнослужащие погранотряда СГБ возложили цветы к мемориалу погибших. День пограничника – праздник, который отмечают на всем постсоветском пространстве. Пограничная служба Абхазии прошла долгий нелегкий путь становления. И сегодня, в мирное время, сотни военных охраняют наш с вами покой. Свою ответственную службу пограничники несут на суше и на море. Их обязанности – охрана рубежей страны, контроль и пропуск граждан, а также задержание нарушителей. Защитников границ поздравил на торжественном собрании председатель СГБ Абхазии Роберт Киут. Пограничная деятельность требует от вас мужества, высокого профессионализма, дисциплины и ответственности. Руководство и личным составом пограничного отряда проведена большая работа. Было построено и введено в эксплуатацию здания новой пограничной заставы. Проведен ремонт складских помещений штаба. Из-за угроз распространения коронавирусной инфекции вам пришлось разработать и реализовать новые ограничительные меры для осуществления деятельности в пунктах пропуска. Руководство службы высоко ценит ваш труд и будет уделять все возможное для улучшения материально-технического обеспечения пограничного отряда. В день профессионального праздника желаю сотрудникам и ветеранам пограничного отряда крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго. Воинам-пограничникам приходится выполнять свои задачи в сложных условиях. Они надеются только на свои силы и возможности, умеют выживать в экстремальных ситуациях и всегда готовы к встрече с опасностью. От лица ветеранов погранотряда республики всех пограничников поздравил Игорь Джения. От всей души поздравляю весь личный состав пограничного отряда, ветеранов пограничного отряда с профессиональным праздником. Желаю всем вам мира, добра, процветания, уюта в семье. Дай Бог, чтобы каждый из вас
возвращался домой живым и невредимым. С праздником вас! Свои заслуги пограничники, как правило, не любят афишировать за скупыми цифрами, бессонные ночи и риск собственной жизнью. Подполковник Аслан Сергеги отдал служению Родине 23 года. Говорит, несмотря на все тяготы, мысли оставить службу не возникало никогда. В 2000-е годы очень тяжелые времена, вы прекрасно знаете. Очень много ребят у нас погибало, очень много ребят попадало на эти партизанские засады. Тяжело было, конечно. У нас даже времени не было уходить с границы Грузии, уходить домой. Даже если мы приедем на отдых, даже бывало, что нас срочно опять вызывали. Ну, не бывало так, чтобы один день спокойно нас обстреливали. С нами ребята погибали, под нами, под нас мины залаживали, взрывали пограничников. Мне надо было первым долгом охранять свои границы, своих детей, свой очаг, свою родину. Я уйду, за меня другой придет. Ну, как бы у нас это даже и не было, и в мыслях не было уходить. На мероприятии также прозвучали поздравления от имени руководства погранслужбы ФСБ России. В конце торжественного собрания были зачитаны приказы о присвоении досрочных воинских званий отличившимся пограничникам. Их также наградили грамотами и медалями. Эсма Голанзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Вопросы вакцинации населения от коронавирусной инфекции, увеличения мощности пунктов вакцинации, подготовки кадров, отвечающих за хранение вакцины и процесс вакцинирования в районах обсудил премьер-министр Александр Ангваб с министром здравоохранения Эдуардом Будба, главным санитарным врачом страны Людмилой Скорик и главным санитарным врачом столицы Аллой Беляевой. Медики также рассказали премьер-министру о планируемой совместно с российскими коллегами программе по изучению иммунного статуса республики, которая начнется во второй декаде июня и продлится несколько недель. В республике выявлены 6 зарегистрированных случаев британского штамма коронавируса. Об этом в интервью нашей программе сообщила главный санитарный врач страны Людмила Скорик. А министр здравоохранения Эдуард Будба рассказал о количестве привитых на данный момент гражданах и об эпидемиологической ситуации в стране. В стране идет вакцинация. Общее количество привитых первой дозой компонента составляет 1179 человек на данное время суток. На сегодняшний день хочу информировать вас о том, что привито по стране 203 пациента. Могу по районам вас информировать. Значит, по поликлинике Синоп 25 человек сегодня. Значит, по ЦРБ Гудаутского района 11, по управлению здравоохранения 2-я горбольница 20, управление здравоохранения поликлиника номер 1 города Сухум 50 человек, Сухумская районная поликлиника 12 человек, ЦРБ Ачимчирского района 20, ЦРБ Тукалшалского района 20, ЦРБ Гулурийского района 15, Гагарского района 18. Значит, в республиканской больнице привито 6 человек. Значит, также в НИИПИД Академии наук 6 сотрудников привиты. Хочу вас информировать о том, что население активно участвует в вакцинации. У нас есть обратная связь с пациентами. Мы мониторим ситуацию. Условия хранения вакцин соблюдены, строго контролируемые. Значит, хранятся в морозильных камерах на центральном складе. После того, как приходит заявка с лечебного учреждения о том, что, допустим, 15 или 20 человек сегодня по плану, по предварительной записи ожидает вакцинации. После того, как они собрались в том или ином лечебном учреждении, специалисты наши сопровождают вакцину в специальных морозильных контейнерах. Далее вакцина приезжает на место пункта вакцинации. Там в присутствии специалистов, медиков она открывается, делается инъекция. Все пациенты, хочу заметить, они обследованы профильными специалистами. Там терапевт осматривает, есть определенный алгоритм действий, вы все это прекрасно знаете. И после того, как проведен первый этап, значит, вакцинирования первым компонентом, человек какое-то время, полчаса, находится под наблюдением медиков. После того, как пациент уезжает домой, вечером сотрудники наши держат с ним обратную связь. Значит, созваниваются, спрашивают о самочувствии, поднялась ли температура, есть ли какие-то побочные эффекты и так далее и тому подобное. Хочу доложить ситуацию, что на данный момент
Провакцинировано 1179 человек, осложнений не выявлено. Эпидемиологическая ситуация в Республике Абхазия находится в контролируемом русле. У нас выявляется в среднем от 26 до 30 человек в день. Это новых пациентов. Поэтому та вакцинация, которая проходит активно у нас сейчас в Республике Абхазия, является специфической защитой. Действительно, вакцина, которую применяют в Республике Абхазия, это «Спутник Ви». Она защищает привитого человека от всех штаммов, в том числе и мутированных. И как вот я сейчас докладывала министру здравоохранения, у нас в Республике Абхазия уже выявлены некоторые мутации, такие как британский штамм. Поэтому хотелось бы нацелить на то, что население должно прийти, провакцинироваться и сделать специфическую защиту от всех видов заболевания COVID-19. В реанимационном отделении Сухумской инфекционной больницы завершен ремонт, который проводился за счет средств столичной администрации. Отделение оборудовано всем необходимым для лечения тяжелых ковид-больных. В реанимации 7 мест. Здесь установлены функциональные кровати, 4 из которых присланы из Германии, и 3 приобретены администрацией города. Также реанимация снабжена кислородными увлажнителями, прикроватными мониторами, противопролежными матрасами. Помощь в приобретении медоборудования также оказали гендиректор фармацевтической компании «Биофарма» Ростова-на-Дону Валерий Калягин и его заместитель Екатерина Мыкыртычева. Кроме того, в больнице есть подвижной рентген-аппарат, который позволяет обследовать пациента на больничной койке. Минздрав Абхазии совместно с администрацией города Сухум создали здесь все условия для лечения больных. В связи с нехваткой реанимационных мест руководством администрации было принято решение об увеличении их количества. В течение нескольких месяцев была отремонтирована восточная часть первого этажа инфекционной больницы. На сегодняшний день, благодаря совместно предпринятым усилиям, у инфекционной больницы есть возможность предоставлять пациентам 7 коек, оборудованных аппаратами ИВЛ. Аппараты ИВЛ были предоставлены Министерством здравоохранения. Часть остального оборудования была закуплена при финансовой поддержке соотечественников из-за рубежа во главе с Хиблой Амичба. Сумма средств, которая была потрачена, составляет порядка 5 миллионов. Сюда входит ремонт, строительные работы и необходимое оборудование для подачи кислорода в палаты. Еще раз хотел бы напомнить гражданам, что в каждом районе созданы койки для приема больных ковидом. В связи с тем, что город Сухум самый большой населенный пункт и самое большое количество заболевших у нас, просьба граждан обращаться в медицинские учреждения по месту прописки. Вакцинация, правда, популизм и дезинформация. Под таким названием в Сухумском доме юношества состоялся круглый стол. Медики, общественные деятели и студенты собрались, чтобы обсудить эту актуальнейшую тему. Мероприятие было организовано в рамках научно-просветительского проекта «Ауасхар» при поддержке благотворительного фонда «Амшра». На репортаж Шазины Ханагуа. Основная цель проекта – просветительская, научно-популяризационная деятельность на территории республики. Начали с наиболее актуальной злободневной темы – вакцинации. В силу сложного доступа к информации в интернете участники встречи поставили перед собой задачу ответить на волнующие людей вопросы. Публикации могут кардинально разниться в своих данных, в своих сведениях. И, казалось бы, аргументированы не все научно. И очень сложно обывателю разобраться, где правда, где вымысел. Но учитывая то, насколько маленькое у нас государство, и есть уже примеры абсолютного искоренения пандемии на территории некоторых маленьких государств. Это Сан-Марино, это Гибралтар. Они полностью провакцинировали свое население, и у них нет ни единого случая заражения коронавирусной инфекцией длительный период времени. Кроме каких-то там завозных случаев, но население уже не заражается. Поэтому, наверное, мы должны следовать по пути каких-то позитивных примеров и по пути
выхода из этого кризиса для всех нас. Руководитель проекта «Уасхыр» Валерий Джинжули отметил, что тема вакцинации стояла остро всегда. Он рассказал об истории вакцинации, о том, каким образом производятся противовирусные, в том числе и российская «Спутник Ви». Значит, в случае конкретно спутника Ви используют два вектора, оба хорошо известны. Первый вектор используют для того, чтобы осуществить первую встречу организма с патогеном. Это плохо известный организму вектор, благодаря чему иммунный ответ к самому вектору не перекрывает иммунный ответ к новому белку. Второй вектор используют для последующей прививки, и он отличается от первого, чтобы опять-таки иммунный ответ на сам вектор не перекрыл иммунный ответ на белок коронавируса, благодаря чему формируется устойчивый иммунный ответ. Вакцинация – самый экономичный и эффективный метод защиты от инфекционных заболеваний. Ее цель – имитировать возбудителя. То есть вакцина создает у нас в организме ложное впечатление, что организм подвергается атаке неестественным возбудителем. Медик Алиса Мату отметила, что основная цель проведения вакцинации от коронавирусной инфекции – создание коллективного иммунитета. Коллективный иммунитет или так называемый популяционный иммунитет, он может быть создан двумя способами. Это после того, как пациент переболел или популяция переболела естественным путем, и если пациент с помощью вакцинации создается иммунитет. Естественно, некоторые считают, что зачем нам вакцинация, мы можем естественным путем переболеть, будет иммунитет, все будет замечательно. Но возбудитель возбудителю рознь. Часть возбудителей у одного пациента вызывают малосимптомную реакцию, практически бессимптомную, как при ковиде. Пациенты делятся на тех, которые переносят практически бессимптомно, пациенты средней степени тяжести, тяжелой степени тяжести. Да, предвосхитить это невозможно. И мы сегодня, пройдя, если говорить о ковидной истории, уже тысячи пациентов, мы видим, не будем говорить о мире, то, с чем мы сталкиваемся. Независимо практически от возраста, у нас может 90-летний пациент перенести легче, чем 25-летний человек. И такое в нашей практике было. Поэтому мы должны быть абсолютно бдительны и, безусловно, способствовать тому, чтобы человек неестественным путем переболел, так как мы не можем предвосхитить последствия, которые могут быть, а все-таки создать ему иммунитет путем вакцинации. Можно ли заболеть коронавирусом после прививки или быть заразным? Медики ответили на этот актуальнейший вопрос. Пациент не может заболеть вирусом COVID-19 никоим образом, потому что ни живой, ни убитый сам вирус COVID-19 в организм пациента не вводится. Соответственно, это просто априори невозможно заразиться путем вакцинации. Также есть еще, хочу развить еще один фейк. Часть пациентов предполагает, что после вакцинации может быть выделителем. Это тоже, естественно, невозможно. Если мы не заражаем путем вакцинации, то, естественно, и выделять тоже нечего будет. По имеющимся научным данным, которые еще не окончательные, чтобы победить коронавирус, у 70% населения должен быть иммунитет от болезни, отмечалось на встрече. В рамках проекта «Уасхыр» будут проводиться встречи с известными учеными, врачами страны, открытые интерактивные беседы на интересующие темы в области медицины, биотехнологий, генетики, экологии. Шазина Ханагу, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 173 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 18 из них. В Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 41 человек. В тяжелом состоянии 13 пациентов. В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент, 10 человек в тяжелом состоянии. В Ачимчирской ЦРБ 11, в Гагарской ЦРБ 10, в Ткорчалской ЦРБ 6 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 292 человека. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14 589 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Премьер-министр Александр Ангваб обсудил с министром по АЧС Львом Квициня результаты рабочего визита в город Ярославль и ситуацию с поисками российского туриста в верховьях реки Гумиста. Квициня рассказал о том, что между МЧС Абхазии и Ярославским медицинским университетом подписано соглашение, в соответствии с которым МЧС Абхазии получает возможность целевого направления абхазских абитуриентов для учебы на факультет «Лечебное дело» с дальнейшей специализацией как врача экстренной помощи медицины катастроф. Помимо этого, Лев Квициня доложил о поисках российского туриста, которые начались 12 мая, и о том, что 28 мая сотрудники МЧС приступили к исследованию территории с воздуха. Смотрите репортаж пресс-службы МЧС. Сотрудники МЧС Абхазии совершили облет территории в верховьях реки Гумиста до ее слияния с рекой Лыкым, где предположительно может находиться пропавший российский турист Владимир Ульянов. Был совершен облет перевалов Уим и Химса, а также ледника Химса. Обследованы южные склоны реки Бзыбь, а на обратном пути – русло реки Киласур. Поиски не дали никаких результатов. Один из предполагаемых маршрутов движения пропавшего туриста может проходить в окрестностях высокогорного села Псху, исходя из чего к поискам подключены сотрудники пожарно-спасательного подразделения села. После завершения наземной части поисково-спасательной операции, которая также ни к чему не привела, МЧС Абхазии продолжает мониторинг территории верховьев Восточной Гумисты. При появлении благоприятных погодных условий производится облет района на вертолете МЧС Абхазии. О поисках Владимира Ульянова также оповещены местные охотники, часто бывающие в данном районе. Напомним, что поиски российского туриста Владимира Ульянова ведутся с 12 мая. МЧС Абхазии объявляет прием заявок от абитуриентов на обучение в Ярославском государственном медицинском университете на факультете «Лечебное дело» с дальнейшей специализацией врач медицины катастроф. Заявки принимаются до 15 июня включительно в Сухуме в офисе МЧС Республики Абхазия. Телефон 226 50 01. Школьный учебный год в Абхазии завершится 25 июня. Об этом сообщает Апснепресс со ссылкой на представителя Министерства просвещения и языковой политики Астанду Чулокуа. Всего в этом году выпускникам предстоит сдать 3 выпускных экзамена, которые были сокращены в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Выпускники будут сдавать 2 письменных экзамена – изложение на родном языке, математику и 1 устный по истории Абхазии. Все экзамены завершатся 3 июля. Делегация Тамбовского университета имени Державина продолжает проводить профориентированные встречи с выпускниками школ Сухума. Гости беседуют не только со школьниками, но и с руководителями и преподавателями. 28 мая одна из таких встреч прошла во 2-й и 4-й столичных школах. Репортаж Гугуцы Вардания. У абхазских абитуриентов появилась еще одна возможность поступить в один из ведущих российских вузов. В этом году Государственный Тамбовский университет имени Державина предоставляет 90 бюджетных мест, на которые претендуют и школьники из Абхазии. Основные направления образовательной и научной деятельности госуниверситета – медицинская, педагогическая, инновационная, правовая и гуманитарная. О своем вузе подробно рассказывают школьникам сотрудники Тамбовского университета, находящиеся в эти дни в Абхазии. Уже появились первые запросы на поступление. Как выяснилось, в основном детей интересуют гуманитарные науки. Педагогические факультеты, есть категории детей, которые заинтересованы. Есть психологи, дети, которые вот 14-й школы, блестящие выпускницы нашей школы, которая собирается взять такое направление. Встречи все проходят просто в совершенно замечательной обстановке, но что нас здесь поразило – необыкновенная заинтересованность ваших детей, ваших школьников. Они готовы впитывать, воспринимать всю информацию, они задают вопросы. А если есть вопросы, значит, есть интерес. То, что касается коллег, все встречи – это неимоверное какое-то взаимопонимание.
Встречи проходят не только с абитуриентами, но и с преподавателями, а также дирекцией школ с целью повышения квалификации по различным направлениям. Например, во второй столичной школе прошла профориентационная встреча для преподавателей физкультуры, физики, информатики и математики. А затем гости из Тамбовского университета встретились с директорами и с заучами столичных среднеобразовательных учреждений в 4-й Сухумской школе. Очень много аспектов, которые охватили сегодня, были озвучены. Интересная тематика, есть что взять, выучиться. Ранее, месяц назад, по приглашению Тамбовского университета, учителя столичных школ посетили международный форум в Тамбове. Поездка состоялась при поддержке Управления образования и администрации города Сухум. Я лично побывала в университетах, мы посмотрели все. Там просто прекрасные условия для обучения, прекрасные условия для проживания. Сам город по себе напоминает такую маленькую Абхазию. Люди очень добрые. Поэтому я бы лично рекомендовала выпускникам поступать в Тамбовский государственный университет. По приезду в Абхазию каждый из преподавателей рассказал о возможностях университета. В столичной 3-й школе, как и в других учебных заведениях, заинтересовались вузом. В нашей школе, в 3-й школе, вот несколько учеников, они заинтересовались университетом и побывали на встрече уже вчера представителей Тамбовского государственного университета на встрече с выпускниками. Я надеюсь, что у них все получится. Делегация из Тамбовского университета уже 3-й день находится в Абхазии. Гости планируют пробыть в республике до 3 июня. Гугу Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Накануне на российском телеканале РЕН-ТВ появился репортаж о том, что в Гулрыбском районе в некой школе-интернате «Страна души» занимаются растлением малолетних. Руководители школы – кришнаиты, воспитанники тоже. В нашей стране и не знают о существовании данного учебного заведения. Если верить РЕН-ТВ, то спрятавшиеся в нашей стране прямо под нашим боком люди со странными пристрастиями уже 12 лет занимаются как бы воспитанием чужих детей. Конечно же, эта история не могла нас не заинтересовать. Как эта школа появилась в Абхазии? Кто выдавал им разрешение? И есть ли оно? Наши корреспонденты отправились в Дранду, чтобы встретиться с детьми и преподавателями. Даже несмотря на то, что мы не задавались целью провести журналистское расследование, после встречи вопросы все же остались. Смотрите специальный репортаж Алики Трапш после выпуска новостей. Российская правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом наградила грамотами и благодарственными письмами за 2020 год представителей из Абхазии, сообщает Министерство иностранных дел России. Грамотой награждена председатель правления общественного объединения «Русская община» Ткорчалского района Валентина Давыдова. Благодарственным письмом награждены председатель общественного объединения «Русская община Абхазии» Роман Рязанцев и директор культурного фонда «Справедливость, благополучие, развитие», председатель Координационного союза организации русских соотечественников Олег Юрченко. Юрий Хагуш единогласным решением депутатов районного собрания утвержден в должности главы Гагрского района. Юрий Хагуш был назначен указом президента Абхазии Аслана Бжания на должность исполняющего обязанности руководителя администрации Гагрского района 30 апреля 2020 года. Конкурс красоты «Мисс и миссис Россия. Земля-2021» пройдет в Сухуме в июне. Финал конкурса состоится 13 июня в Абхазском государственном драматическом театре имени Чанба в присутствии зрителей. В нем примут участие более 50 девушек из 30 регионов России и самой Абхазии. Победители в 2 номинациях, помимо короны и ленты, получат возможность участия в конкурсе «Мисс и миссис Земля-2021», который пройдет в
Лас-Вегасе. Идея провести этот конкурс в Абхазии возникла в ноябре прошлого года, когда совместно с Абхазией была создана Национальная ассоциация культуры, спорта и красоты. Главная ее цель направлена на развитие дружеских и добрососедских взаимоотношений между двумя странами. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Абхазии. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу ночью и днем преимущественно без осадков. С вечера и до второй половины дня в воскресенье ожидается временами умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой. Местами возможен град. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем плюс 18-23, температура морской воды плюс 17 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.